А трудовой памятник последних 58 лет уходит в историю. В Айхале прекратила свою работу одна из старейших обогатительных фабрик. Альбина Шарафединова расскажет, с чем связано закрытие и как сложится дальнейшая судьба работников производства. 1 января 2020 года обогатительная фабрика номер 8 Айхальского комбината остановит свою работу. Предприятие с более чем полувековой историей. В преддверии этого события там чествовали тех, кто в прямом смысле слова давал стране алмазы. Ты гори, гори, моя звезда, но в России снова холода. Со словами благодарности в адрес передовиков производства выступил директор Айхальского комбината Евгений Денисов. Он отметил, что стабильная работа фабрики на протяжении 58 лет – это заслуга в первую очередь ее работников. Самое главное в каждой истории, в любой истории, остаются и будут это люди. Люди, которые делают эту историю. Люди – самое важное в любых событиях. И сегодняшний концерт посвящен этим людям. Люди, которые делали историю более полувека. Признательность работникам за труд и преданность своему делу выразил и начальник фабрики номер 8 Павел Кириченко. Он поблагодарил не только тружеников фабрики, но и подрядные организации. Это СРГТО, Алмаз Автоматика, Алмаз Электромонтаж, Алмаз Техмонтаж, без которых фабрика не могла бы работать стабильно, надежно. Зоя Хипхенова проработала на фабрике 46 лет. На производство пришла совсем молодой девушкой. За долгие годы работы не раз была отмечена наградами. Одни из самых значимых – лучший сепараторщик фабрики и ветеран компании «Алроса». Я когда устроилась на работу, у нас был такой легендарный начальник фабрики Гензельман Владимир Михайлович. Очень уважаемый, хороший человек. Вот, он меня принял на работу. Спросил, будешь работать? Я говорю, буду. И вот до сих пор работает. Работала грохотовщиком много лет, почти 15. Потом отсадчиком, концентраторщиком, тоже, наверное, лет 15-20. Ну и потом сепараторщиком РЛС, ТСУ. Как сказать, машинист насосных установок. Ну, я везде работала, конечно. В этот день труд многих работников был отмечен почетными грамотами, нагрудными знаками и благодарностями акционерной компании «Алроса» и главы поселка. Для 70% работников предприятия найдены новые рабочие места. В основном сотрудников трудоустроили на аналогичные профессии. Работать будут на фабрике номер 14 и в других подразделениях «Алроса». Часть людей переобучат. Тем, кто решил выехать из районов севера, помогут с переездом. Также за счет алмазной компании. Альбина Шарафединова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край».